От того, как вы крутите руль, зависит, каким боком к вам повернется фортуна. Большой переполох на маленьком перекрестке в Южно-Сахалинске. Темный кроссовер примерил на себя роль кондуктора. Только пробивал не билеты, а сами автобусы. За считанные секунды прокомпостировал сразу 3. Все из-за любви белого седана к желтому светофору, цвету, который дарит надежду. И тут же ее отбирает. Таксист вместе с пассажирами попал под обаяние ветреной легковушки. Темный седан до последнего умело скрывал намерения. Ехал по левой полосе, а потом сместился вправо. Только когда включил сигнал поворота, стало ясно, что он готовился к прыжку. Пассажиры такого поворота не ожидали. Ты нормально? Шашечник и не таких фантазеров на дороге повидал. Был готов. Денег не взял, а сам на деньги попал. Вот ты какая. Остановка по требованию. Тормоза есть во всех автомобилях, но не все водители об этом помнят. В Долгопрудном зритель Роман наблюдал, как кроссовер догнал седан перед лежачим полицейским. Водителей за 150 метров предупреждали: притормозите. Впереди дорожная неровность. На огонь можно смотреть бесконечно, если вы не едете по трассе. Вот в Санкт-Петербурге водитель внедорожника засмотрелся на зарево у дороги и поздно заметил стоп-сигнал впереди. Уходил от одного столкновения, но быстренько сварганил другое. Теперь может любоваться пейзажем, пока эвакуатор не приедет. Пермь. Как телезритель Александр не старался удержать дистанцию, все равно дорога оказалась слишком скользкой. Кроссовер перед ним занесло как по маслу на отбойник. Об него-то иномарка и затормозила. Александру пришлось тормозить уже в паркетник. Ну ладно, ерунда. Оптимизму Александра можно только позавидовать. Женщин на дороге почему-то ни кисками, ни зайками не называют. Женщина-внезапность встретилась зрителю Юрию в городе Волжском. Прикинулась смирной пенсионеркой и на автомобиль даже не смотрела. И вдруг, как выскочит на дорогу. Хорошо, что клочки по закоулочкам не пошли. Переход-то в 50 метрах. Но до него же идти надо. А в больницу можно с ветерком на скорой домчать. Екатеринбург. Как удачно все складывалось для телезрительницы Екатерины поначалу. Ей надо было налево, а хэтчбеку направо. Удобный момент, чтобы поменяться местами. Екатерина пропустила легковушку. Иномарка вроде бы подвинулась, да не перестроилась. А ведь навигатор предупреждал. Стыд – это очень тонкий предмет. В Барнауле водитель белой иномарки умело повернул налево. Притормозил, поворотник включил, только на двойную сплошную внимания не обратил. Это вообще нормально. Поленился доехать до светофора пару десятков метров. Укоротитель маршрутов. В Краснодаре много пробок. Особо нетерпеливые водители рвутся из них как могут. Козлина, это что такое? Водить по-русски. На красный заехал. Водитель минивэна занял нулевую стартовую позицию с помощью полосы для разворота и оживил беседу нашего телезрителя Евгения со своей спутницей. Класс. Молодец. Молодец. Очень по-русски. Да, водить по-русски. Разве можно в Краснодаре уехать далеко и быстро? Минивэн уперся в еще один затор. Но разве это когда-нибудь останавливало? Он красавец, и по обочине пошел. Молодец.